بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. Сегодня коротко поговорим о тех вещах, которые нарушают пост. О тех вещах, которые нарушают пост. И Аллах нам так сделал этот пост, что есть две вещи, которые нарушают, общие две вещи, которые нарушают пост. Это то, что выходит из тела, и то, что заходит в тело. То есть две категории. То, что выходит из тела, это, например, как джима, да? Как, например, уединение с женой. И из тебя уходит жидкость, и эта жидкость тебя как бы ослабевает. И из-за этого по своей хикме Аллах сделал так, что эта вещь, то есть это джима, например, да, он нарушает пост. Также, например, если ты специально сделал и вырвал, специально засунул палец и вырвал, и как бы те вещи, или, например, кровь вышла у тебя, хиджамой, например, кровь вышла, или у женщины, например, выходит кровь в свои дни. То есть эти вещи, которые выходят из тела, и эти вещи, как бы, все эти перечисленные вещи, они как бы ослабевают тело после того, как они вышли. Любой из них. Например, ты сдаешь кровь, полкилограмма крови сдал, у тебя по-любому ослабевает организм полностью. Даже некоторые, не являющиеся как бы вне поста, и то слабеют некоторые люди, даже вырубаются от того, что они кровь сдали, полкилограмма. И вот такие вещи, например, они нарушают пост. И есть другая категория, которая заходит наоборот. То есть, например, в это входит еда, в это входит вода, питье, да, любое. И в это входит любая вещь, которая занесена в тело, которая подпитывает тело. Например, любой укол, который подпитывает тело, например, да, больного, он заменяет ему еду. Или, например, та еда, внедренные в желудок прямо через трубку, например, да, если он не кушает. Вот эти вещи, они введенные в тело, они тоже нарушают пост. И как бы есть 7 основных вещей, которые нарушают пост. Это первый джима, как мы сказали. Джима в течение дня, да, если у тебя пост, да, с фаджра до магриба, джима делать нельзя. Уединяться с женой, да. И если он уединился, его пост нарушается, это самое большое нарушение, которое может быть, то есть которое есть в исламе. То есть за это самое большое нарушение и самое большое искупление. Это что? Отпустить раба. Если раба нет, что? Ты должен поститься 2 месяца. 2 месяца постишься бесперерывно. То есть у тебя даже нет возможности отпустить 1 день. Если ты 1 день отпустил, все, еще раз 2 месяца постишься. Это как бы самое сильное нарушение. Если ты хочешь, чтобы Аллах тебе простил этот грех, который ты сделал, ты должен 2 месяца поститься. И еще одно. То есть если ты не можешь поститься, что тебе Аллах предлагает? Он тебе предлагает накормить людей. 60 человек за каждый пост как бы кормишь людей. Но некоторые братья выбирают себе, я накормлю и все, короче, нормально. Нет, ты должен поститься. Если ты не можешь, хронически больной, у тебя желудок не выдерживает, или, например, у тебя хроническая какая-то болезнь, тогда уже ты не можешь поститься, и ты сразу отдаешь, то есть кормишь людей, 60 человек, и как бы прощается тебе этот грех перед Аллахом. И это как бы общий хукм джимаа в течение дня. Если, например, он сделал джимаа, то есть сблизился, сближаться можно, но нельзя делать, непосредственно джимаа нельзя делать. То есть, если, например, он поцеловал свою жену, или, например, обнял ее, или, там, не знаю, приласкал ее, ничего в этом страшного нету, он не нарушает пост. Нарушает пост именно джима, непосредственно. Если мужчина вошел в женщину. Вот в этом моменте только нарушается пост. И этот пост его обязывает 2 месяца поститься. Это самое сильное наказание в исламе, которое есть, именно из гуд, называется по-чеченски, это как бы есть, обязывает какой-то ибадат есть на тебя, за нарушение какое-то. И вот это как бы джима, насчет джимаа. И мы, как сказали, раньше, когда пост был предписан, тогда нельзя было вообще джима делать, даже кроме до иша. С магриба до иша только разрешалось джима делать, во время всего месяца Рамадана. И после того, как Аллах нам облегчил, у нас разрешается всю ночь делать джима. То есть до фаджра, до самого фаджра
он имеет сближаться, право имеет сближаться с женой. Потом истимна. Второе, истимна, то, что нарушает пост. Это выход жидкости, то есть возбуждение, и если перевозбудился, жидкость выходит, например, у мужчины. И это если он рукой сделал, без разницы, или там обтерся об что-то, или просто возбудился и вышла у него эта жидкость, эта вещь нарушает пост, но не обязывает его 2 месяца. Не обязывает 2 месяца. 2 месяца обязывает только жена. А, например, если эта жидкость вышла умышленно, я говорю, умышленно, например, рукой или там, не знаю, как-то угодно, или просто посмотрел на женщину, возбудился, вышла жидкость, да? И вот в этом случае у него пост нарушается, но просто он должен возместить этот один пост. В этом случае он должен возместить один пост. Если он случайно, например, случилось это, например, во сне, да? Бывает, он лег в обед, и случилось это. И тогда никаких проблем нету. То есть он не нарушает его пост, он встает, купается и дальше продолжает свой пост. Если это случилось не по его желанию. Третье, то, что нарушает пост, это акль ва шурб. То есть питье и еда. Питье и еда – это третья вещь, которая нарушает пост. Четвертая вещь – это то, что в смысле еды, без разницы, укол, будь то это, или там трубочка введенная, любое то, что вводится, тоже нарушает пост, если это как бы заменяет еду. Потом это хиджама, то есть вывод крови из тела. Вывод крови из тела тоже нарушает пост, как мы сказали. Но есть разногласия между учеными насчет хиджамы. Как пророк саллаллаху алейхи сказал, автор саим аль-мухтаджим. То есть пророк саллаллаху алейхи сказал, что тот, кто делал хиджаму, открыл пост. Тот, кому делали хиджаму, тоже открыл пост. Но этот хадис, большинство мухаддисов говорят, что это хадис слабый. И они опираются на это и говорят, что не нарушает пост. Не того, у кого делает хиджаму, и не тому, кому делают хиджаму. Ни у кого не нарушается пост. Аллаху алям. Но если много крови вышло, например, да, ты аналь этот дал, пошел и сдал кровь, пол-литра, например. В этом случае они говорят, нарушается пост, потому что это его ослабевает. И шестое, то, что нарушает пост, это вырывание, умышленное вырывание. Если просто он вырвал случайно, пост не нарушается. Если он специально засунул палец и вырвал, тогда в этом случае его пост, Аллаху алям, нарушается. Потом, как мы сказали, седьмое, это последнее, это кровь, женская кровь, которая выходит, то есть это ее месячный и нифас, послеродовые. Если, например, у нее был целый день пост, 1 минута до магриба осталась, и у нее пошла кровь, пост ее нарушается. Не принимается, она должна возмещать этот пост, и следующие дни тоже она не имеет поститься права. И вот эти 7 вещей, основные 7 вещей, которые нарушают пост, и это все должны знать. Все мусульмане, которые постятся, должны эти вещи понимать и знать. И на все это, на все то, что было упомянуто, пришли хадисы, Коране, аяты и далилов, на это очень много. И как я вам сказал, насчет хиджамы есть разногласия между учеными. Некоторые говорят нарушают, некоторые говорят не нарушают. И поэтому эти вещи все должны знать. Все должны знать, если он постится, мусульманин, он должен знать, на что он идет. Он должен знать сунны этой вещи, он должен знать те вещи, которые нарушают этот ибадат, например, да? Будто это намаз, будто это пост, будто это хадж, например, будто это закат, будто это никах даже. Он должен знать, что такое никах, если он хочет жениться. Он должен знать, что такое талак, если он хочет жениться. И некоторые даже после того, как они разведутся, узнают, что такое талак. Это так нельзя делать. Мусульманин, то есть эти вещи, обязательные вещи, которые мусульманин должен знать до того, как он сделает это. И, например, мне не обязано знать, что такое закат, например, да? Потому что у меня денег нету. Но как только у меня появятся деньги, я должен это выучить. То есть я должен все условия, там, нарушения, все, что касается заката, я должен выучить, если у меня появляются деньги. Вот эти вещи, например, те вещи, которые тебя касаются, ты должен полностью выучить и знать эти вещи, элементарные вещи хотя бы из ислама. Субханак Аллахума ва бихамдик, ашхаду ан ла илляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.